Добрый день, уважаемые коллеги. Мы рады вас приветствовать на хакатоне для молодых педагогов. Наша проектная сессия называется «Компетенции 4К и функциональная грамотность». Собственно, сейчас мы с вами поговорим про функциональную грамотность и связанные с ней навыками 21 века, а впоследствии к нам подключится Татьяна Дмитриевна Поликарпова, которая расскажет вам про, собственно, компетенции 4К. Итак, все вы прекрасно знаете, что начиная с 2018 года, а точнее с майского послания президента Владимира Владимировича Путина, у нас происходит изменение запроса на качество общего образования, где приоритетной целью становится формирование функциональной грамотности и создание поддерживающей позитивной образовательной среды за счет изменения содержания образовательных программ для более полного учета интересов и учащихся, и требований 21 века. И фактически мы строим нашу с вами систему образования по модели таких ведущих в образовании стран, как Япония, Китай и Корея. Что касается приоритетной цели формирования функциональной грамотности в системе общего образования, то здесь мы говорим с вами про такие исследования, как PISA, TIMSS, PIRLS, где, собственно, у обучающихся проверяется математическая, естественно-научная, читательская, финансовая грамотность и другие виды грамотности. В этой связи следует отметить, и мы уже неоднократно об этом говорили, что определений функциональной грамотности огромное количество. На слайде представлены 4 основных из них. Основных в каком плане? Понятно, что их, как я уже сказала, более 400. И при этом мы прекрасно понимаем, что функционально грамотный человек – это человек, который способен использовать все постоянно приобретенные в течение жизни знания, умения, навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в различных сферах жизнедеятельности, общения, социальных отношений. То есть фактически все те знания, умения, которые необходимы для обучающегося, для полноценного функционирования в современном обществе. То есть для расширения широкого диапазона задач в различных сферах человеческой деятельности. Мы понимаем, что фактически первоначальные исследования PISA подразумевали обучающихся 15-летнего возраста, потому что к этому времени уже примерно оформляются некие тенденции в развитии ребенка, и психосоматические, и психологические. Но, тем не менее, наша система образования, перенимая опыт PISA, вводит под мониторинг формирования функциональной грамотности обучающихся всех детей с 5 по 9 классы. Мы опять-таки же неоднократно про это говорили, поэтому все вебинары доступны на видеозале на портале Института развития образования. При этом, посмотрите, фактически мы говорим о том, что функциональная грамотность – это некое переплетение 3 основных моментов. Это требования федерального государственного образовательного стандарта, где мы говорим про овладение системой учебных действий с изучаемым материалом. И здесь мы говорим про личностные, предметные, метапредметные учебные действия. Мы говорим с вами про навыки 21 века, где базовые навыки переплетаются с компетенциями и с личностными качествами. И мы видим, что у нас вот эти вот и базовые навыки, и компетенции, и личностные, посмотрите, как они хорошо переплетаются и фактически вот в нижней такой вот узнаваемой, в общем-то, в данном случае картинка, изображение, где знания, умения, навыки переплетаются, и на все на это накладываются компетенции и действия. В итоге как некий результат конечный. И действительно, наша с вами знаниевая составляющая уходит на второй план, и мы с вами формируем ребенка уже такого вот многогранного. При этом посмотрите,
мы говорим о том, что основные направления функциональной грамотности, у нас их с вами 6, как я уже говорила. Это математическая грамотность, читательская грамотность. Даже я бы начала первоначально именно с читательской грамотности, потому что не обладая ей, собственно, ребенок, любой человек, достаточно проблематично будет любому человеку справляться с теми или иными другими задачами. Итак, это читательская грамотность, это математическая грамотность, естественно, научная грамотность, финансовая грамотность в современном мире, без нее никуда. Это глобальные компетенции и креативное мышление. И как мы правильно уже неоднократно говорили, что действительно, если первые 4 грамотности, скажем так, они кажутся нам более предметно ориентированные, то не совсем понятно, что же такое глобальные компетенции и креативное мышление. Это то, что на сегодняшний момент мы с вами, к сожалению, формируем не в достаточном или в недостаточном формате, в недостаточном объеме у современных обучающихся. Я позволю себе остановиться чуть подробнее на этапах реализации проекта формирования функциональной грамотности, а точнее даже не формирования функциональной грамотности, а система оценки сформированности функциональной грамотности. Итак, коллеги, посмотрите, мы говорим о том, что начиная с 2019-2020 учебном году проходила разработка материалов. Фактически на сегодняшний момент, как вы, наверное, знаете, разработан инструментарий для апробации, то есть некая система заданий, включающая различные ситуации из реальной жизни для обучающихся 5 и 7 классов по всем 6 модулям. Основные критерии отбора заданий для формирования оценки функциональной грамотности. Во-первых, это, конечно же, наличие некого ситуационно значимого контекста непосредственно для обучающегося. То есть если мы говорим про проверку математической грамотности для обучающихся, классическим примером в 7 классе является измерение тормозного задания на тормозной путь. Далее, необходимость перевода условий задачи, сформулированных с помощью обыденного языка на язык предметной области. То есть не написано конкретно, что это из математики, это из физики, это там из литературы и так далее. То есть непосредственно ребенок должен сам догадаться, из какой предметной области, и, соответственно, задание переформулировать таким образом, чтобы оно было решаемо, понято для ребенка. Ну и новизна формулировки задачи, неопределенность в способах решения. То есть мы не говорим, там, используя теорему такую-то теорему, да, решите данную задачу. Нет, как раз-таки особенность заключается в том, что ребенок должен сам, обучающийся ребенок должен сам выбрать, каким способом он будет решать ту или иную задачу, выполнять то или иное задание. И вы прекрасно помните, что фактически в 2020 году, в апреле 2020 года, Республика Коми должна была проходить мониторинг формирования функциональной грамотности, но, к сожалению, в данном случае, в связи со всей сложившейся ситуацией, у нас не получилось этого сделать, но мы так понимаем, что в любом случае в 2020 году мы пройдем это, будем участвовать в этом мониторинге. Математическая грамотность, то есть посмотрите, фактически мы говорим, что определение представлено на слайде, поэтому я останавливаться на нем не буду. Математическая грамотность – это способность индивида проводить математические рассуждения, формулировать, применять и интерпретировать математику для решения проблем в разнообразном контексте реального мира. Ну и также здесь приведен фактически, это, помните, как раз-таки практикоориентированность любого предмета, и вот функциональная грамотность, мониторинг функциональной грамотности как раз помогает нам решить данную проблему. Например, задание в 5 классе «Кассовый аппарат». То есть ребенку предлагается задание, что, например, ты хочешь там купить
ну, или положить денежку на карту, тебе нужно положить такую-то сумму, у тебя столько-то монет таких, столько-то таких, столько-то таких, и тебе нужно там заплатить, купить, например, какой-нибудь там продукт любой. И какими монетами, какие комбинации монет ты можешь использовать для того, чтобы оплатить тот или иной продукт, исходя из тех денег, которые у тебя есть. Ну, либо, например, тот же самый тормозной путь, где представлена иллюстрация, представлено некое описание, сформулировано задание, которое ребенок должен выполнить, и на основе этого задания, соответственно, произвести расчеты, согласиться либо опровергнуть, не согласиться в данном случае с высказыванием. Почему говорю практикоориентированный? Потому что, смотрите, там представлена диаграмма, вам, наверное, не очень хорошо видно, но тем не менее, если вы зайдете на сайт ФИОКа, то вы увидите эти задания. Итак, коллеги, фактически мы говорим о том, что можно приведен, например, тормозной путь по сухому асфальту в условиях дождя, в условиях заморозков и так далее. И фактически, собственно, мы и говорим о том, что ну вот таким образом, там, в зависимости от длины тормозного пути, от скорости автомобиля и состояния дороги. И на основании этой диаграммки, собственно, ребенок должен уже там рассчитать какие-то траектории. Вот она, практикоориентированность. Далее, читательская грамотность – это способность человека понимать и использовать письменные тексты, размышлять о них, заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей. Мы с вами прекрасно все понимаем, мы профессионалы, что все чаще и чаще, к сожалению, у наших обучающихся встречаются такие случаи, когда либо ребенок не дочитал текст, либо ребенок выхватывает из контекста, не допонял какой-то смысл, не доработал с текстом, и исходя из этого у него получаются неверные ответы. Вот этот знаменитый ролик, где девочка вместе с мамой делает домашнее задание, да, и вот у нее по математике решает задачу, и вместо там банок огурцов, у нее в итоге появляются ответы банки грибов. И ребенок доходит до истерики, не понимая, в чем же ее ошибка. Этот видеоролик облетел все социальные сети. Наверное, было бы смешно, если бы, как говорится в народной мудрости, не было бы столь грустно. В чем это заключается? То есть ребенок, не сумев внимательно прочитать условия задач, соответственно, априори уже ошибается в выполнении. И даже если она правильно решила математическую составляющую данной задачи, то ответ будет не засчитан, потому что ответ-то в данном случае будет неправильный, исходя из условий задачи. Поэтому в данном случае читательская грамотность позволяет нам с вами проверить, насколько обучающиеся корректно либо некорректно читают текст, умеют с ними работать. Причем, посмотрите, оценка читательской грамотности, как правило, нацелена на 4 основных момента. Во-первых, находить и извлекать информацию. Во-вторых, интегрировать и интерпретировать информацию. То, с чем у нас достаточно большие серьезные трудности есть у обучающихся. Осмысливать и оценивать содержание и форму текста. Использовать информацию из текста для того, чтобы строить какие-то там свои предположения, догадки, рассуждения. Исходя из этого, действительно мы понимаем, что тексты абсолютно разные, задания абсолютно разные. Сейчас попробую посмотреть. Пример заданий. Блок заданий по читательской грамотности для 5 класса «Необычный путешественник». Здесь представлено 5 листов, по факту их 9 листов текста, которые рассчитаны для пятиклассника на 40 минут выполнения. Вы видите предварительные выводы по результатам апробации, какие типы заданий используются в мониторинге сформированности читательской грамотности. И вы видите, что потеря границ вопроса, неразличение источников, следование стереотипам, сосредоточение на более явном элементе вопроса. То есть то, о чем мы говорили. И это прослеживается в том числе и в итоговой аттестации, когда мы видим, что обучающиеся, к сожалению, не дочитывают тексты заданий,
либо если это сложносоставной вопрос, там из 3-4 подзаданий состоящий, обучающийся выполняет хорошо, если 1-2 первых, а в дальнейшем дальше уже не выполняют. И в этой связи мы говорим как раз-таки о том, что читательская грамотность, в данном случае задание для 5 класса, оно состоит из 5 различных текстов. Ребенок должен прочитать их, проанализировать и после этого, соответственно, сделать какие-то выводы. При этом тексты абсолютно разные. Это и статьи из журналов, это и статьи из интернета, и это публицистика, причем научная публицистика. То есть ребенку достаточно сложно сориентироваться в тексте. Кроме того, прочитав текст, проанализировав его, он должен сделать выводы там, о причастности либо непричастности того или иного элемента к дальнейшим выводам. Кроме того, на основе прочитанного ребенок также должен сделать еще и выполнить ряд заданий тестового плана, например, в данном случае, проанализировав путь путешественника и просмотрев задание, он должен выбрать, на каком там типе упряжки, например, он путешествовал по Сибири. Либо, прочитав статью из интернета, из журнала «Вокруг света», ребенок должен понять, о какой книге в данной статье говорится. То есть задание, да, действительно интересное. Кроме того, коллеги, здесь очень много открытых вопросов, которые позволяют нам с вами проверить в том числе и грамотность ребенка, но и в данном случае есть только одно, с моей точки зрения, один риск, один из основных рисков, будет правильно сказать, то, что мониторинг функциональной грамотности проводится в онлайн-режиме, то есть ребенок должен не просто написать ответ на данное задание, он должен его набрать, то есть он должен сориентироваться, каким образом он прочитает то или иное задание, каким образом он будет перелистывать эти странички, да, или пролистывать вверх-вниз. То есть в данном случае КТ-компетентность тоже будет у ребенка проверяться. Ну и одно дело ребенок написал от руки, 5 класс, другое дело ребенок набирает текст на компьютере. Несмотря на то, что мы говорим, дети у нас пошли образованные, и КТ-компетентность у них достаточно высоком уровне, но тем не менее практика набора текста, переработки текста вызывает сомнения. Но, тем не менее, апробация прошла, и результаты апробации вполне позитивные. Следующий блок – это, естественно, научная грамотность. Вы видите, что, естественно, научно грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него таких компетенций, как научно объяснять явления. А это очень актуально в нашем мире, потому что действительно мы подвержены влиянию той информации, которая сформирована вокруг нас. Также, например, мы понимаем прекрасно, что необходимо постоянно совершенствовать умения обучающихся, грамотно высказывать свои мысли и грамотно, аргументированно доказывать свою точку зрения. Далее, понимать основные особенности естественно-научного исследования, то есть в чем оно заключается, и интерпретировать данные, использовать научные доказательства для получения данных выводов. И в этой связи действительно очень много интересных заданий разработали наши с вами коллеги. Например, там горки, зеркала, или посмотрите задания для 5 класса «Хищные птицы». То есть определенный текст даны картинки, нужно соотнести текст с картинками, понять, о каком в данном случае крылатом нашем с вами друге идет речь и так далее. То есть, ну, действительно, задания очень интересные, разнообразные. Ну, и это вызывает, опять-таки же, красочность, вызывает, конечно же, интерес у обучающихся. Ну и посмотрите, мы правильно, опять-таки же, с вами говорим, что мы переходим от очень сильно связаны контекст, компетенции к тому, как относятся обучающиеся к той или иной проблеме. И опять-таки же грамотность изложения своих мыслей. Далее,
Четвертый вид грамотности – это финансовая грамотность. Здесь о чем мы говорим? Опять-таки же, финансовая грамотность – это умение детей, модели поведения личности в сфере финансов. Это покупка товаров и услуг, управление семейным бюджетом, планирование финансовых дел и так далее. Например, задание для 5 класса. Посмотрите, здесь приведены, кстати, темы, по которым в 5 и 7 классе, если в 5 классе это наличные и безналичные деньги, как составляется семейный бюджет, а мы с вами прекрасно понимаем, что уже в 4 классе в рамках предмета «Окружающий мир» уже, в принципе, составляется семейный бюджет, и никаких сложностей там не возникает. Доходы семьи, новые джинсы, покупки с рук, акции в магазине, продавцы в интернете, фальшивые деньги, телефонный разговор. То в 7 классе, это, посмотрите, зарплата Алены и ее траты, банковская карта Артема, у банкоматов в торговом центре разговор у кассы, пин-код, безопасное использование карты, взять долг или накопить на компьютер и обмен валюты. То есть некоторые темы мы видим, что они перекликаются между собой, но тем не менее основные темы просто в данном случае вопрос терминологии и уровня данной терминологии. Так, например, одно из заданий в 5 классе представлены графические изображения валюты, представлены названия этих валют, и надо соотнести, то есть как обозначается рубль, какой значок у доллара, евро и так далее. У разных валют разных стран мира. Ну или Саша накопилка, где задача следующая, то есть ребенок запланировал накопить определенную сумму денег, то есть на определенную покупку, ему для этого необходимо, и что ему для этого необходимо сделать, если он будет откладывать такую-то сумму, сколько ему понадобится времени, если он будет откладывать другую сумму, если он пойдет еще куда-то подзарабатывать. Но фактически мы говорим о том, что действительно вопросов и вариантов развития в данном случае может быть несколько. То есть вот такая финансовая грамотность очень адаптированная для обучающихся своего возраста, что не может не радовать. Менее понятно, как я уже говорила, для нас с вами 2 последних блока – это глобальные компетенции и креативное мышление. Причем посмотрите внимательно. Глобальные компетенции – это некая модель. Что она в себя включает? Навыки. Аналитическое критическое мышление, знание, понимание, осознание и понимание глобальных проблем, осознание межкультурных различий, взаимопонимание, отношение, открытость представителям иных культур, уважение других культур и культурных отношений, широта взгляда и ответственность. Ценности, конечно же, компоненты, это ценности, человеческое достоинство и культурное разнообразие. При этом, посмотрите, здесь также представлены условия целенаправленного формирования глобальной компетенции. Какие содержательные области? Содержательных областей здесь несколько. Это глобальные проблемы, собственно, война и мир, север-юг, изменение климата, мировой океан, вода, демографические проблемы, продовольственные проблемы, энергетическая сырьевая проблема, гендерное равенство, здравоохранение, питание, права человека. То есть это все те глобальные проблемы человечества, которые мы с вами прекрасно изучаем в рамках курса обществознания, если мы говорим про основную и среднюю школу, и в рамках окружающего мира, если мы говорим про начальную школу. Осознание, понимание межкультурных различий взаимоотношений – это семья, природа, образование, здоровье, традиции, обычаи человека, государства. Тут мы уже затрагиваем, конечно же, такую линию, как права человека и, опять-таки же, глобальные проблемы, здоровье сберегающие технологии и так далее. При этом посмотрите, в чем вся сложность. Сложность в том, что задание сформулировано очень и очень интересно. Например, в прошлом году очень актуальна была проблема
мусора, а точнее утилизации мусора. И поэтому, посмотрите, была одна из подтем, а как правило в любом модуле по функциональной грамотности содержится 4 темы, каждая из которых содержит определенное количество вопросов, и решая эту проблему, ребенок выполняет так или иначе мониторинг, проходит этот мониторинг. И при этом в 7 классе в прошлом году было одно из заданий, формулировалось именно как «Государство мусорные острова», где фактически мы говорим о том, что ребенку предлагалась реальная ситуация, что вот мир погряз в мусоре, необходимо решить каким-то образом эту проблему, и ребенок должен был выбирать, каким образом он будет решать данную проблему. Вариантов предложено не было, и действительно те ответы, которые поступали от детей, они были очень интересны, они были разнообразны и очень даже поучительны. Либо же, например, задание для 5 класса «Забота о животных». Создается ситуация, когда ребенок покупает определенное животное, как за ним надо ухаживать, и что ты об этом знаешь, а посоветуешь ли ты там своим друзьям, товарищам и так далее заводить домашние животные, для чего ты это сделаешь. То есть вот такие глобальные компетенции. Фактически мы говорим о том, что, повторю, вот знаниевый компонент в данном случае, он лежит как раз-таки в области таких предметных областей, как предметы гуманитарного цикла. Но тем не менее мы все прекрасно понимаем, что и на уроках географии мы затрагиваем эти проблемы, и на уроках математики мы можем так или иначе просчитать какие-то примеры, задачи, которые будут связаны там с изменениями климата. Например, процентное соотношение, там, числовые какие-то показатели, данные, высчитать какие-то там различные пропорции и так далее. Гендерное неравенство, в любом случае есть какие-то таблицы, схемы, показатели, которые можно высчитать на той же математике, построить графики на геометрии и так далее. То есть, опять-таки же, предметное содержание можно приложить любого предмета. Самое главное – формирование данной глобальной компетенции. А если мы говорим, что все больше и больше заданий в современных контрольно-измерительных материалах будет формироваться именно как для проверки функциональной грамотности обучающихся, то, коллеги, фактически мы должны будем с вами пересматривать всю систему оценивания в целом. Это что касается глобальных компетенций. И последний блок, 6-й блок, это, собственно говоря, креативное мышление. Коллеги, здесь вопросов очень и очень много. Почему? Потому что понятно, что с одной стороны мы с вами все так или иначе пытаемся формировать креативное мышление у наших обучающихся, там, они пишут сочинения, они устраивают какие-то инсценировки на уроках, например, иностранного языка, литературы и так далее. То есть уроки рисования, различные, да, мы проектные деятельность с вами в принципе направлены на развитие креативного мышления. Но в данном случае, посмотрите, например, примеры заданий для 5 класса. Какие задания? Первое – это задание, одно из них, например, сюжет для спектакля. В чем это задание заключается? Вроде бы, казалось бы, спектакль и спектакль. В чем оно заключается? Во-первых, обучающиеся получают это задание с следующим. Есть определенные персонажи, причем они могут быть собраны абсолютно из разных, либо, может быть, собраны из одного произведения какого-либо узнаваемого, либо из разных произведений. И ребенок должен будет предложить некий сюжет спектакля, который покажется ему правомерен. При этом он должен будет прописать вплоть до костюмов, каких-то особенностей характера, там, либо построения взаимоотношений между этими героями. Далее ребенок должен написать второй сценарий с этими же самыми героями. Как это называется? Менее возможный вариант сценария с этими же самыми героями.
Коллеги, опять напомню, что на выполнение любого блока из 6 отводится 40 минут, и ребенок должен не написать, а набрать на клавиатуре. Либо же, например, изобретаем соревнования. Дается определенный набор, коллеги, если я не ошибаюсь, не то 6, не то 8 снарядов определенных, там, например, скалки, мячи, лыжи, и ребенок должен придумать различные варианты соревнований, которые не проводились. Например, бег на лодках или бег на коньках. Но не по льду, а по, например, там, деревянным мосткам, как вариант. Далее, ребенок должен, второй этап, тот же самый набор инвентаря, ребенок должен придумать еще один вариант, менее креативный. И так далее, то есть до 3 различных вариантов соревнований вот с этим данным инвентарем. Ну и школа будущего, там ребенок получает задание разработать определенные предметы, определенную такую школьную программу, как он видит школу будущего. И здесь опять-таки же включается его креативность, каким образом он это видит и, собственно говоря, какая в его интерпретации вот эта самая школа будущего. При этом, если мы с вами посмотрим, то фактически мы понимаем, что коллеги, спасибо за информацию. Мы с вами прекрасно понимаем, что креативность бывает разного уровня, и, соответственно, каким образом мы будем оценивать того или иного ребенка. Полина, спасибо за информацию. А мы с вами фактически будем говорить о том, что сейчас технические работники наши подключатся и помогут вам в этом. Далее, креативное мышление – это как раз-таки, получается, 6-й блок функциональной грамотности, который мы с вами будем так или иначе проверять на сформированность. Итак, коллеги, то есть вот 6 этих блоков. Каким же образом они перекликаются с навыками 21 века? Посмотрите. Навыки 21 века – это личностные качества человека, это компетенции, такие как критическое мышление, творчество, и это базовые знания, умения, навыки, которые сформированы на уровне человека. То есть смотрите, навыки 21 века – это критическое мышление, исследовательские навыки и методы, креативность, инициативность, коммуникация, сотрудничество, медиа, грамотность, ответственность и глобальное сознание. Проанализировав вот эти 9 пунктов, мы прекрасно понимаем, что они у нас с вами перекликаются. Когда мы говорим с вами про обучение 21 века, навыки 21 века, мы понимаем, что обучение должно строиться через исследование. Обдумай, спроси, изучи, обсуди, создай. Фактически создается некая экосистема 21 века, где в центре обучения всегда у нас ученик. Эмоции играют ключевую роль в обучении. Не напоминает ВГОС? Индивидуальные различия каждого обучающегося важны. Опять-таки же индивидуальное построение, индивидуальной траектории сопровождения обучающихся. Амбициозные задачи для каждого, причем мы ребенка ставим с вами в ситуацию успеха. Кроме того, оценивание помогает обучению, то есть в данном случае самоконтроль и самооценивание. Причем, посмотрите, персонализация, опять-таки, что я говорила, индивидуальность, индивидуальная траектория сопровождения, ребенок первооткрыватель, релевантность опыту ребенка, совместная работа учеников, это как раз та самая групповая работа, и оценивание для обучения большие идеи в предметах.
При этом посмотрите, личностные качества, осознанная, ответственная деятельность, социальная, культурная включенность в общественную жизнь, лидерские качества, настойчивость, инициативность, любознательность. Компетенции, вот они перечислены, и базовые знания, опять-таки же, смотрите, та же самая математическая грамотность, навыки чтения и письма, читательская грамотность, гуманитарные знания, естественно, научные знания, финансовая предпринимательская грамотность, ИКТ-грамотность, общекультурная гражданская грамотность. То есть, проанализировав функциональную грамотность, это то понятие, о котором мы с вами говорим, начиная фактически, последние, наверное, года 1,5-2, и навыки 21 века, то есть вот эти вот 4 компетенции, о которых мы с вами говорим, начиная уже с 2011-2012 годов. Мы понимаем, что они между собой очень хорошо коррелируются. Посмотрите, вот основные направления формирования функциональной грамотности и те 4 компетенции, которые здесь представлены. Критическое мышление, коммуникация, креативность и совместная работа. Фактически мы понимаем, что, повторю, что они между собой очень сильно связаны. В связи с этим Татьяна Дмитриевна не смогла подключиться по техническим причинам. Вот мне тут коллеги написали. Я хочу предложить вам, уважаемые коллеги, 2 варианта проектной задачи. Первая проектная задача, собственно, установки будут одинаковые, исходные данные, функциональная грамотность, определение, то, которое я вам сказала. Особенности заданий для оценки функциональной грамотности представлены, то есть задачи поставлены в непредметной области. Контекст заданий близок к проблемным ситуациям, возникающим в повседневной жизни. Ситуация требует осознанного выбора модели поведения. Вопросы изложены простым, ясным языком, и, как правило, немногословны. Требуют перевода с обыденного языка на язык предметной области и используются иллюстрации. Рисунки, таблицы, то есть текст разнообразно используется. Основные направления мы с вами проговорили. И исходя из этих исходных данных, простите опять-таки за тавтологию, я вам предлагаю 2 проектные задачи на выбор. Эти проектные задачи, как вам говорила Галина Владимировна, будут размещены на сайте. Предполагается трекинг-сессия в сентябре, где мы с вами будем ее прорабатывать. Итак, смотрите, задание первое. Первая проектная задача. Задание следующее. Необходимо разработать систему заданий, позволяющую оценить у обучающихся общеобразовательных организаций уровень сформированности функциональной грамотности. Это задача, которую мы предлагаем для педагогов общеобразовательных организаций Республики Коми. И планируемый продукт в данном случае это будет автоматизированная или полуавтоматизированная методика оценки функциональной грамотности обучающихся по уровням образования. Начальное общее, основное общее, среднее общее. Ментором в данном случае буду выступать я, Исаева Наталья Николаевна, контактные телефоны здесь представлены. Коллеги, в данном случае вы можете сказать, а зачем нам что-то изобретать, если действительно задания по функциональной грамотности для 5 для 7 класса, они уже в принципе разработаны. И коллеги наши с вами, федеральные эксперты, обещают нам разработать необходимые материалы для всех обучающихся, начиная с 5 класса, заканчивая 9. А для начальной школы, для 4 класса есть исследование Pearls и Teams, которые, в принципе, сейчас уже проверяют часть сформированности функциональной грамотности. Коллеги, мы вам предлагаем разработать данный методический материал для конкретно уровня образования, для, может быть, оценки нескольких вариантов. То есть, может быть, применительно к каким-то предметам. Вы по своим предметным областям создадите задания, которые будут проверять сформированность тех или иных навыков в рамках функциональной грамотности. И второй вариант проектной задачи по функциональной грамотности – это разработать программу, направленную на формирование функциональной грамотности у обучающихся. Коллеги, такой программы еще нет.
Собственно, это уникальный труд, который также предлагаем его сделать по уровням. Посмотрите, может быть, не будет разницы по уровням, и методы формирования функциональной грамотности, то есть методология формирования функциональной грамотности, она будет универсальна для всех уровней образования. Тут, собственно, ваше творчество и ваш профессионализм проявится. И в данном случае планируемый продукт – это будет программа, направленная на формирование функциональной грамотности у обучающихся. Мы также прописали, что по уровню образования, начальное, основное, общее образование, но тем не менее, мне показались вот эти проектные задачи интересными, и мне будет приятно вместе с вами работать. Коллеги, те, кто не сумел посмотреть с самого начала в записи, на сайте хакатона данное видео будет выложено и доступно. Если будут возникать какие-либо вопросы, то милости просим. Контактная информация представлена на слайде. Мы всегда открыты для общения и рады будем вам помочь. А сейчас мы приглашаем вас для участия в следующих проектных сессиях. Всего доброго, до свидания.